все эти фильмы и все эти хорошие русские не упоминают о том, что десятилетиями они создавали Кадырова. Сотни миллиардов ресурсов потрачено. Сотни человеческих жизней. Вот эта организация, у которой Владимир Карамурза является вице-президентом, а президентом является Наталья Будаева-Арно. Именно они инициируют все эти доклады, именно они не позволяют проходить правде о Чеченской Республике Ичкерия, о независимости, об оккупации. Приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Сегодня у нас в гостях премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Приветствую, Ахмед. Приветствую, Инна, приветствую тебя, всех наших зрителей. Ассаламу алейкум, саламахлагу, махташ, цаблочага, аренского чага. Я приветствую всех наших дорогих зрителей и слушателей. Наши зрители уже давно ждут этой встречи, и мы обсудим, конечно, актуальные вопросы, а также вопросы, которые касаются непосредственно чеченского народа, которые живут на оккупированной территории, которые живут в эмиграции. Но вот первый вопрос, позволь, я затрону такую тему, которая тоже касается чеченского народа. Так получилось, что сейчас вот такой резонанс вызвала фраза Владимира Карамурзы, который выступал в Сенате Франции, и на вопрос сенатора, вот абсолютно определенная тема, которая касается чеченского народа. Вопрос заключался в том, что существуют ли в сегодняшней России процессы, схожие с теми процессами, которые были в 90-м году, которые двигали чеченским народом. То есть, конечно же, он рассчитывал, что Владимир Карамурза опишет ситуацию в сегодняшней России, последует ли за вот этим движением национально-освободительным. Может быть, надежда на то, что последняя империя, Российская империя, окончательно дораспадется. Я понимаю, что вопрос был заключен подспудно именно этот, на что Владимир Карамурза удивил абсолютно всех своим ответом. Мы все уже знаем, как он ответил. Это фраза, которая интерпретируется. Потом уже сам Владимир Карамурза стал возмущаться, что в русском переводе его неправильно перевели, потому что он привел цитату другого человека, и выпало слово «якобы». Ну вот, например, Шамиль Албаков, он сразу же отреагировал, он слушал на французском, ему не надо было никакой интерпретации с русского языка, он сразу уловил, что хочет сказать Карамурза, когда он говорит, что русским тяжело психологически убивать украинцев, и поэтому Путин посылает национальные меньшинства, потому что там нет такого психологического барьера, вот они и убивают украинцев. Это все с чужих слов, но тем не менее, вот такой странный получился пируэт. Пожалуйста, прокомментируй, что ты обо всем этом думаешь. Конечно, в первую очередь, как только я увидел и услышал комментарий Шамиля Албакова, я просмотрел этот ролик, который уже появился в интернете. И самое первое, что я вспомнил, это Владимир Буковский. Как говорят русские, наверное, он сейчас в гробу переворачивается после поступок, заявлений и поведение Мурзилки. Я это абсолютно без каких-либо уничижительных высказываний. Просто Володя его называл Мурзилкой, по-отечески, любовно. И очень был доволен тем, что с малых лет, он с раннего возраста, с 19, по-моему, с 18-19 лет, он был знаком с Владимиром Буковским, он жил у него дома, он читал все книги и библиотеку, очень шикарную библиотеку Владимира Буковского, и он считал, что он воспитал как бы очень достойного своего преемника в этом отношении. И Володя Карамурза
младший, тоже долгое время говорил о том, что он является, что Владимир Буковский был его наставником. И в этом отношении, конечно, меня поразило его высказывание. Относительно его попытки, как он ушел от ответа и перевел ситуацию именно совершенно в другой формат, да, заявляя о том, что якобы ему кто-то сказал, что вот русский, украинский народ это единый, и русским тяжело убивать украинцев. И поэтому сегодня Путин использует представителей нацменьшинств, что им якобы с их культурой, с традициями, обычаями, им легче убивать украинцев. Но это тоже новость, да? Эту мысль озвучивал еще Папа Римский, что самое главное вот в его выступлении это было то, что так называется не мытьем, так катанием, протащить саму идею, которая изначально сформировалась в Кремле, и в последующем они это распространили на всю Россию, что украинцы это не нация, это не этнос, это русские, которые разговаривают чуть-чуть по-другому, и небольшие акценты. А что у них религия одна, что это единый народ, и поэтому это вот то, что изначально заявлял Путин. И сегодня Карамурза пытается вот это донести западному миру, что русские украинцы это единый народ, это единый этнос. Но в то же время, когда он говорит о том, что нацменьшинства, представители малых народов, Якутии, кавказские народы используются в качестве живой силы, пушечного мяса для атак, для штурмов, а когда наносятся ракетные удары баллистическими ракетами, я уверен в том, что близко в космических войсках, ракетных войсках, подразделениях нет ни одного нацмена, ни кавказца, ни бурята, ни якута. Это еще с советского периода так было, когда они все призывались в советскую армию, даже тогда эти войска были как бы запретные для привлечения, для призыва в армию представителей нацменьшинств, как они нас называют. И поэтому для Карамурзы у меня вопрос для Володи и для тех, кто сегодня пытается защитить его, что вот сколько русских в процентном соотношении, они же сами заявляют о том, что Россия совершает преступление, Россия совершает агрессию против братского народа, который русским неудобно убивать. Вот сколько русских в процентном соотношении воюет на стороне украинцев? И сколько чеченцев, ингушей и представителей Кавказа в процентном соотношении сегодня находятся на стороне украинцев и отражает российскую агрессию. Вот просто вот это показатель того, кто на чьей стороне и кто занимает какую сторону и чью сторону, кому больше удобно и кто убивает больше украинцев. Конечно, Володя, оказавшись вот в этой среде, так называемых, среди российских либералов, хороших русских, он пытается угодить всем. И главное, он отступает и поступается теми принципами, на которых он воспитывался. Я имею в виду Владимира Буковского, который с ним работал и до конца своих дней поддерживал контакты с ним и очень гордился тем, когда Карамурза, Борис Немцов занимались и добивались принятия закона Магнитского по поводу убитого. И это для Буковского было очень важно, что вот он как бы сопричастен. И то, что он сегодня делает, конечно, это у меня просто нет слов. Я относился к Володе очень, вот исходя из того, каким я его знал вот до этих последних событий, до его освобождения, до его обмена и появления его в Европе и в международных институтах как представителя России, российского государства. Самое главное,
мне кажется, вот здесь уместно будет подчеркнуть, что должны понимать Соединенные Штаты Америки, что должны помнить и понимать европейские страны. Последние несколько столетий все мировые войны начинались при участии России. Первая мировая война при участии царской России империи. Вторая мировая война при участии и при подготовке Советской империи. Знаем, сегодня есть доступ ко всем этим документам, как Гитлер и Сталин разделили Польшу, как они готовились дальше. И сегодня то, что Россия, новая, демократическая Российская империя делает, это все звенья одной цепи. Это имперскость, имперская сущность вот этого государственного образования. И это исчезнет с дезинтеграцией и с распадом этой империи. Русские, хорошие, плохие, какие бы они ни были, они должны понимать, до тех пор, пока эта страна существует как империя, она будет представлять угрозу. Будут этапы. И в большей степени, конечно, и сами русские страдают от этого. Не только оккупированные, колонизированные народы, но и представители российского народа и русского народа. Но в большинстве своем вот это та масса, великодержавный шовинизм, подпитываемый всегда властями, оно становится оплотом и ядром мировых войн. Сегодняшняя Россия, без преувеличения, как бы кто ни говорил, 90% вот это быдло населения, которое находится под юрисдикцией сегодняшней Российской империи, она всецело поддерживает Путина. Более того, я недавно встречался, не буду называть его имени, с одним членом Палаты лордов, который у нас есть контакты. Он говорит, вот в вузах, в британских вузах учатся студенты, мы, говорит, создали для них, в общем-то, условия в надежде на то, что они приобщатся к западным ценностям и к западной культуре. И сегодня мы обнаружили, что 95% из тех студентов, которые находятся в Великобритании, учатся в высших учебных заведениях и живут в Великобритании, они поддерживают Путина и в войне в Украине, и во всем, что он делает. Вот парадокс. И это явление будет продолжаться до тех пор, пока существует вот сама территория, к которой они привыкли, самая большая, самая огромная. Мы обладаем самыми большими ресурсами во всем мире. Мы самое по территории огромное государство. Вот пока вот они не лишатся вот этого самого, она будет представлять угрозу, и она будет генерировать все новых Путинов, они будут востребованы. Путина, вспомните, 90-е годы, 91-й, 92-й. Даже я его помню, когда у нас шли переговоры, когда он вызвал к себе, был он управление администрации президента, он просил тогдашнего Ивана Петровича Рыбкина, пожалуйста, не уставайте вести переговоры и добиваться мирного решения с чеченцами и с Чеченской республикой. Это был его подход. До тех пор, пока сама система не привела его к власти, и с этого времени этот человек стал подручным исполнителем воли этой системы. И попытки там Карамурзы, там, Ходорковских, Мударковских персонифицировать проблемы и показывать всему миру, что вот Путин плохой, а вся Россия, она может интегрироваться в международное сообщество и интегрироваться в цивилизованное сообщество, это напрочь, это неправда. Путин был востребован этим так называемым быдлонаселением. Я еще раз хочу напомнить, 2000 год, когда уже он стал во главе этой системы, его привели к власти. Во время разговора с Доренко он сказал, на ответ Доренко, на вопрос Доренко, а как население к этому отнесется, народ к этому отнесется. Путин тогда еще сказал, народ у нас правильный.
И Путин знает, что вот народ, его электорат, ему нравится то, что он делает сегодня. То, что он делал в Чечне, то, что он делал в Грузии, то, что он с 2014 года по сегодняшний день делает в Украине. И вот попыткой России сегодня снова укрепиться и расширить свои территории и влияние, оккупировав или аннексировав большие территории и в последующем подчинив себе политическое руководство Украины, это попытка создания нового трамплина для более масштабной войны на европейском континенте. Вот это должны понимать все. Как бы Кара-Мурза или Ходорковский или другие хорошие русские не пытались замылить глаза, заболтать под тем, что вот если бы не Путин, Россия развивалась бы и сформировались бы создалось бы демократическое гражданское общество. Мы наблюдали это гражданское общество до Путина. С 92 года, с 91 года, развязывая войны в регионах, как они праздновали и проводили праздники. Это был эти их огоньки, где они все участвовали. Это на самом деле был пир во время чумы, который еще в свое время описывал Пушкин. И вот пировать во время чумы, вот это быдло населения еще не отвыкло. И оно никогда не отвыкнет и не откажется от этого до тех пор, пока существует эта территория как империя, как единое государство. Вот все те выводы, которые сегодня уже можно сделать, исходя из всего. Я единственный человек, на кого я еще мог надеяться и считал, что все-таки Володя Кара-Мурза, он немного из другого теста, и с другим мировоззрением, и с другим представлением о будущем России. Ну, к большому сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Вот эта имперская бацилла, которая заряжена, вот вся эта масса, она неизлечима. Ее излечить возможно, только разрушив вот основополагающий фундамент этой империи. А это территория, это колонизированные народы. Это война в Украине, которой Россия должна потерпеть поражение. Именно военное поражение. И только в этом случае можно говорить о переустройстве, о трансформации этого государственного образования. И только после этого можно говорить о стратегической стабильности не только на европейском континенте, но и во всем мире. Действительно, Владимир Кара-Мурза огорчил многих людей, не только представителей колонизированных народов, которые действительно были оскорблены до глубины души, но также я получала сообщения от европейцев, и есть вот одна такая большой друг чеченского народа из Германии, которая написала мне, как он мог, ведь в вопросе вот этого французского сенатора о борьбе чеченского народа уже была заключена часть его личной истории, потому что его выпустили из тюрьмы в обмен на убийцу Зелимхана Хангушвили, который был тоже частью этой борьбы за свободу от России. Его за это и убили. И вот человека, которого выпускают, который вышел из тюрьмы в обмен на страшного убийцу, которому дали пожизненный срок, он даже не упомянул об этом, и он даже, видимо, в своих мыслях не собирается вести такой вот диалог этой причинно-следственной связи. Но ведь ситуация еще хуже. Дело не только лично в нем, а в том, что он имеет большой вес, авторитет и в Европейском Союзе, в этих институциях, и в Соединенных Штатах. Он лично нес гроб с телом Маккейна, он вхож к конгрессменам, к сенаторам. Вот, и я на самом деле тоже являлась частью этой системы Free Russia Foundation, Праг. Мы открыли часть этого вашингтонского офиса у себя в Праге.
Но я очень быстро с ними разошлась, как только речь, ну, понятно уже теперь, зашла о Чеченской республике Ичкерия. И, к моему удивлению, это табу, это тема, которая не прошла в этой организации Free Russia Foundation, которая пишет доклады для Конгресса о ситуации в России. И вот это совершенно удивительная история, что именно они пишут доклады с той позиции, что Кадыров, как человек, который нарушает права человека не только в Чеченской республике, но и держит в страхе всю Россию, это они. Вот эта организация, у которой Владимир Карамурза является вице-президентом, а президентом является Наталья Будаева-Арно. Именно они инициируют все эти доклады, именно они не позволяют проходить правде о Чеченской республике Ичкерия, о независимости, об оккупации. И вот как мы видим результаты этих докладов в Конгрессе, это многочисленные гранты на бесконечные фильмы о Кадырове. Хорошие русские подхватывают с большим жаром эти проекты, и это все такая машина, такое колесо. Как вот остановить этот страшный поток, Ахмед? Делать то, что мы делаем, Инна, только таким образом, доведя до общественности правду и доведя до общественности, что происходило и кто создавал Кадырова, и что за этими процессами, которые только что ты перечислила, и фильмы, и пропаганда, которые якобы выступают против Кадырова, а на самом деле общественность, и российская, и мировая общественность готовилась к третьей войне. Если бы не затяжной характер русско-украинской войны, мы неминуемо имели бы третью войну под предлогом зачистки или освобождения чеченского народа от Кадырова. Российские военные считают машины в автопарке Кадырова. Они знают всю его недвижимость, где она сосредоточена, как на территории республики, так и во всем мире даже. И то, что сосредоточено в России. Если после первой войны российские генералы второй бокал, первый за Россию, второй бокал за покорение Чечни они поднимали. Это факт вот между двумя войнами. А вот завершение так называемой второй военной кампании российские генералы пьют за то, чтобы разделить имущество Кадырова, которое они накопили. И Еделев в свое время очень четко обозначил позицию России по отношению к Кадырову, кадыровцам и тому, что происходит. Он сказал, что да, мы их привлекли к власти, мы их сегодня занимаем, назначаем на должности с тем, чтобы потом за ними не бегать по горам. Вот этот опыт у России, он есть. Они сначала используют коллаборантов, привлекая их какой-то идеей или деньгами или чем-то, а в последующем они над ними расправляются и уже ставят абсолютно себе лояльных и приемлемых для мира людей. Этот же эксперимент они готовили и с Кадыровым. И поэтому все эти фильмы, все эти хорошие русские не упоминают о том, что десятилетиями они создавали Кадырова. Сотни миллиардов ресурсов потрачено. Сотни человеческих жизней, чтобы создать сегодняшнего Кадырова и вот эту систему в Чеченской республике. Однако вот эти хорошие русские делают вид, как будто Кадыров – это чеченский феномен. Кадыров – это продукт русистов, Путина и всех тех хороших русских, которые по очереди побывали у Кадырова, которые восхваляли, которые участвовали во всех выборах. Все политические партии России, все, включая Яблоко и тех, которые уже не существуют, в 2001-2000 год, они принимали участие в так называемых выборах, которые проходили в Чечне. Они участвовали в так называемых выборах президента Чеченской Республики, принимали Конституцию Чеченской Республики, так называемую. Они участвовали все исключительно, все без исключения, они участвовали. Они вместе создавали Кадырова. А теперь, когда им нужно очередной раз начать какие-то агрессивные действия под предлогом
кадыровской пропаганды, опять-таки против чеченского народа, они хотят вот этот момент использовать. И поэтому мы с вами, Инна, и все, кто наблюдает и знает этот процесс, просто не должны этого допустить. Мы ни в коем случае не выступаем адвокатами или в качестве адвокатов Кадырова или тех коллаборантов, которые совершают преступления, в первую очередь против чеченского народа, которые совершили. Преступления против украинцев, где бы это ни было. Преступления, военные преступления. Мы работаем с украинской прокуратурой с тем, чтобы заполучить материалы на тех, кого они обвиняют. Но на сегодняшний день, я честно говорю, я открыто об этом говорю, на сегодняшний день нам не передали ни одно дело по участию чеченцев, кадыровцев в каких-то военных преступлениях. Но какие-то дела, я думаю, что все равно будут. И мы эти дела как раз-таки и должны будем положить в основу вот того трибунала, который мы пытаемся инициировать. Военного трибунала против так называемых кадыровцев, Ахмад Сила и этой преступной религиозной секты, организации, которая сегодня уничтожает чеченский народ. Задача этой организации, она возложена на них с тем, чтобы изменить или разрушить, нарушить все вековые устои чеченского народа. Вот чем они и занимаются. И поэтому они востребованы и Путину, и Кремлем, и всем тем, кто сегодня... Это, как говорится, многогранный, многоплановый субъект, который можно использовать по разным направлениям. Вот они его и создали. Одни его используют как страшилку против русских, другие его используют как причина и повод для начала агрессивных действий против чеченского народа. Третьи его используют с тем, чтобы показать миру, насколько чеченцы ущербный народ, и они не могут никак влиться в цивилизованное сообщество, мировое цивилизованное сообщество. Поэтому мы должны делать то, что мы делаем.